Всем большой привет. Приехал на первую избу. Ну что сказать, ребят, я дорогу не снимал. Там волны такие всю дорогу. Здесь сани и мотособаку все здесь оставляю. Стою на лыжи и уже захожу в избушку на лыжах. Потому что по такому снегу мотособака Альбатрос, вот такая элька, 100% не проедет. Снег по колено сейчас, 50 сантиметров глубина и пухляк. Вот. На улице прохладненько, все заснежено, уже рассвело, можно сказать. Сейчас быстренько схожу в избушку и уже пойду проверю сперва капканы, раз приехали. А основная задача у меня сегодня, конечно же, это где-то найти елку, новогоднюю елку. Всех с наступающим. Вот. Ладно, давайте сходим в избушку. Вот так оставил, немножко закрыл. Время от времени снег идет. Ну все, пусть стоит. О, смотри, сколько. Даже широкие лыжи до сих пор еще снег не держит. Капец, тяжковато ходить. Лес, конечно, сейчас не узнать. Все под снегом. Все капец как изменилось. Самый такой пик вот это заснеженности. Ветров нету. Снегопад идет. И на деревьях просто сумасшедшего много количества снега. Вот просто очень много. Ну вот избушка. Я пока вот эти 200 метров прошел, я уже устал, блин. Честное слово, блин, как тяжело идти сейчас. Снег не держит. Сейчас затопим печку. Буду греть избушку быстренько. Ну, где-то не спеша, с часик можно тут побыть. Потом уже идти на проверку капканов. Все, на другом берегу все тоже под снегом. Чё, здоровакарка? Снова здесь. Давненько тут не был. Нормально. Никто не приезжал. В избушке мышеловку оставил, но тут смотрите, прям нора идет. И много следов у мышей. Что они еще тут есть. Хотя мышеловка сработала. Не знаю, кто-то там. Ага, один есть. Один есть. Фух, тут немножко темно. А у нас еще вторая мышеловка. Надо посмотреть. Интересно. Хорошо. Там никого нету. Там я оставлял, смотрите, много помета. Но в бутылку так и не зашли. Ты смотри, хитрее. На столе тоже были. Вот так. Ладно, сейчас дрова есть. Отсюда затоплю печку. Жалко, вот воды не взял. Надо было сразу хотя бы полторашку взять воды. Ну вот такое начало. Здесь убрал снег. Уже заготовил немножко сырых дров. Оттуда взял. Расколол, занес в избушку. И вот печка топится, шурует. Вот смотрите, как красиво. Это уже по дыму видно, что на улице холодно. Вверх трубой идет там. Столбом-то есть. К речке не пойду. Ну, вон к столику пойду, а чтобы за водой нет. Я решил сегодня воду делать из снега по старинке. Ну и многие избушки, именно промысловые, в тайге, которые ручьи замерзают, там даже и всю зиму снега растапливают. В общем, из снега делают воду. Конечно, лучше, если из льда,
Из снега мало воды получается, но все равно. Мне много не надо. Я если с дома полторашку взял бы, проблем никаких не было. Может все равно сегодня еще буду чай кипятить. Вот так, пусть стоит. Буквально 10 минут уже в избушке тепло. Сейчас буду раздеваться. Избушка я уже кайфую. Еще не добавлял дрова, но уже тепло. Взял с собой сегодня сосиски, узелки, бич-пакет и хлеб. В термосе кипяток. Вот. Но все равно я воду как бы набираю из снега, делаю, потому что может приду с похода и буду заваривать еще вот этот бич-пакет на обед. А чтобы готовить, я ничего не буду. Вот сейчас я пью чай с термоса, розовый чай, и уже на сходим. Снег не держит, там придется не спеша идти, спокойно, и не разгонишься. Так что время больше потрачу, чем обычно. Вот, круг не очень такой большой. Да, и уверен, там никого нету, капкан вряд ли кто-то попался, но все равно проверим. Заречье, не знаю, сегодня, наверное, тоже уже не буду идти. Посмотрим по ходу событий дела. Там сейчас я покажу вот из ведра, из снега получилось вот такое количество воды. Я не знаю, сколько грамм тут, но очень-очень мало. Вот. И шапку одену, и еще придется набирать. Вот так вот. Ну, где-то больше, наверное, чуть больше пол-литра. Вот. Здесь так надо. Свежий снег. Вот так, отсюда. Вот так вот. Да, сейчас снег недавно выпал. Он чистый. Свежий. Без мышиных какашек и без сажи. Когда, как сказать, живешь в избушке и от дыма сажа там летит. Вон там стоит мотособака, и после меня уже здесь буран проехал. Да, российский буран. Слышал там звуки двигателя, но с избушкой не слышал, как он здесь проскочил. Спустился какой-то рыбак, наверное. Охотиться-то, в принципе, далеко не пойдешь, во-первых. Во-вторых, птиц, по словам охотников, вообще нету. Ездят и далеко, везде одинаково. Вот тишина. Я уже на лыжах иду. В будущем году здесь вот это валежники высохнут, и распилить на дрова, убрать отсюда в избушку, увозу на УАЗике. Тут береза свалилась и елка большущая с сучьями. Это надо распилить все. Просто лежит там. Это валежник, он сломан полностью. Уже вон ветки высохли. В прошлом году, в этом году-то есть и не зеленая еще была, а в будущем он уже все высохшее будет, так что смело можно забирать, если жить так по правилам. Вот. Ну тут такая красота, прям каждым часом все холоднее становится. Сегодня уже ударят морозы крепкие. Прям все прояснилось. Небольшой подъем тут. Хорошо, что я бензопилой здесь прошел. Спилил. Тут такие валежники лежали. А сейчас они под снегом. Сломанные как бы. Тут кормились. А, с деревьев. Птицы, наверное, какие-то. С березы там что-то клевали. 2 капкана проверил. Пока, ребят, пустой. Ну, ничего пока не обнадеживает.
следов даже нету. Ладно, идем. Пухтим. Местами где-то в густой ельнике там более-менее еще легче ходить. В пустырях капец. Просто вообще ни снег не держит. Это уже началось. На второй избу съездил. Первые дни там более-менее было, потом резко все, снег перестал держать. И еще добавочно там выпал. Там выпал, здесь, после похода. Нам надо идти вон туда. Вроде рябчики взлетели сейчас. Может, в карту попадем. Ну, еще отсюда один. Вот там где-то. А, вон взлетел. Вот лунка. Они уже здесь кормились. И лунку хочется показать. Я один взлетел, одного увидел. Но их двое было вроде. Вот такие места, ребят. Вот здесь он нырнул, здесь вынырнул. Может, второй где-то. Лунка еще будет. Капец, ребят. Идти, конечно. Еще 3 капкана проверил. Пустые. В одном только лиса этот. Ну, приваду дернул. И капкан там тоже сработал. А вон слетел. Это уже получается и может даже и 3-й. 2 взлетело. 1 сел, я увидел. А может другой туда. Сейчас все равно мне там проходить. Здесь сырой участок. Такое место. Вот так с виду кажется, что все так просто. Но здесь под снегом все талое. Можно и блюхнуться. Ну все, видите, как семена остались, рябчики есть. Я сейчас их уже не добываю. Хоть сколько там взлетит и... О, колени-то как. Ой-ой-ой. Что-то колени капец отказали нахуй. Вот это да. Я-моё, суставы что-то... Суставы начинают болеть, ребят. Вот такие дела. Вон он. Вот отсюда и дернуло. Опа. Вот. Че, они до сих пор еще на лунку, что ли? Вот еще один. И вот еще. Что-то с кровью. Кровь. Сюда он летел. Вот здесь он нырнул. Потом смотрите, сколько раз. Это дырки говорят о том, что отверстие. Сколько снегопадов еще будет в ближайшее время. Это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 снегопадов. Таких хороших будет еще. И там еще лунка. Вот так. Ну, штук 3. Значит, здесь рябчики. Ну, только они выскочили. Оказывается, лунка еще будет. Вот. Все. Хоть какая-то живая душа есть в лесу. А следов даже беличьих нету. Верьте, не верьте. Ребят, хорошие новости. Вон, сработал капкан, тулан попал. Вниз головой висит. Все здорово. Вот такие дела. Так что нет-нет, и время от времени, значит, может попасться. Хотя, когда наживлял капкан, здесь 1 след был. Может, он и попал. Ну вот, снял. Первая куница на капканы в этом сезоне. Надеюсь, не последний. Хороший. Вот. Издалека смотрел, думал, там он показался очень крупным. Да нет, это этого года куничка. Ну, радует, очень радует, когда ты
стараешься, пытаешься поймать, охотишься, что-то новое меняю, вот там экспериментирую, и с приводом вот тоже сработала этот привода просто отлично. Дальше также буду ставить капканы. Вот. Все секреты, конечно, раскрывать не стану, никого учить не буду. Вот. Как бы опыт приходит с годами, и кто желает поймать куницу, он обязательно поймает, хоть и соболя. Это самые такие вот зверьки, я не знаю, как это сказать, не такие хитрые, попадают. Хитрые, по-своему хитрости есть тоже, они будут ходить, может, под капканом и не поднимутся, в капкан не попадут. Или же перепрыгнуть через капкан, или же с другой стороны, как-то много вариантов. Они тоже хитрости, конечно, есть, и каждый хочет жить. Но я имею в виду то, что они не боятся металла, ржавых капканов. Ничего этого не боятся. Как лисы. Лисы, они очень осторожны. Им надо хитрость. Сейчас, конечно, тоже, может быть, и они тоже ничего не боятся. Уже все изменилось в природе и в охоте, и все. В мире животных. А раньше просто сколько я не ставил капканы на зайцев ловил, а лисы ни разу не попадали. Вот, а куницы это не впервые, это уже не знаю, сколько на моей практике, которая штука, но я рад, очень рад. Так что есть еще шанс, что может быть даже и попадет. Как бы и на второй избе капканы поставил, немало капканов. Там следы тоже были. Если следы есть, и вот здесь вот прошлый раз я ходил, проверял, на следов ничего не было. А вот видишь, он попался. Значит, где-то он, может, лежит на лёжках и время от времени выходит и вот так попадает. Так что, конечно же, хорошо, когда есть. Но и жалеть тоже не надо. Вот есть зрители, которые просто пишут, жалеют, губим природу, там еще. Нет, это не губительство природы. Губят природу, это уже совсем другое. Когда вот здесь ты поймал одну куницу, а 3 куницы еще осталось, они будут еще размножаться. А если вот этот лес вырубят и пеньки останутся, ну тогда уже ничего не будет. И рябчиков, которых я видел, не будет. И вот куниц не будет. И дятел не будет там стучать по дереву, потому что деревьев нету. И это есть разница. Так что в охоте охотников не надо судить, не надо винить. И прекращайте такое писать, что охотник губит природу. Настоящий охотник никогда не погубит. И никогда он не поймает все. Никогда. Хоть ты 1000 капканов поставил, все равно останется куница или птица, или на кого ты ловушку ставишь, всех не переловишь никогда. А ту делянку, где ты охотишься, вот это если вырубят, и все, на 100 лет, может даже больше, там уже ничего не будет. И начните различать, понимать, слышать меня, что я говорю, различать губительство природы от охотников или же лесорубов. Вот я вам в своих раньше фильмах показывал, во что превращается тайга, и сколько я добыл, и сколько осталось еще. Вот я здесь охотился осенью, а птицы есть остались. И уверен, еще где-то, может, и они больше есть, но мы их не видим. Вот, немножко поболтал, перекур заодно. Ну, с уловом. Спасибо, что попал, эта куница, и надеюсь, не последний. Идем дальше.
Все здорово. Хорошее начало промысла зимнего. Вот выхожу. Сейчас по буранице буду обратно идти. Короче, больше ничего не попало. Ну, один тоже результат. Лучше, чем ничего. Вот так. Капец, конечно, ходить сейчас. Вообще не держит снег. Сейчас и коротыш буран, наверное. Ну, мучительно сложно будет ехать ему. Бензин сейчас просто будет сжигать по целине километр в литр. Это, скажу вам, если в дальнее расстояние пробивать дорогу, это вообще очень дорого будет. Именно на буране. Про другие снегоходы, думаю, даже и Ланчин 30 по целине топливо также будет жечь, так как нагрузка. Ну, может, какая-то экономия будет, но незначительно. С ветерком. Ух. Ну, здесь уже по накатанной хорошо идти. Лучше схожу, отдохну, чай попью, потом уже снова в путь. Да, и сейчас, наверное, елку сразу срублю. Какая красота, ребят. На солнце там белый фон такой. Но это мало еще и не. Сейчас еще и не больше будет. С морозами. Да. Хорошо. О, хорошо. Тепло-то как. Тепло-то как, ребят. Вообще здорово. Вот лунка. Взлетел рябчик. Там еще вроде как один есть. Туда сел. Вон он сидит. Он летел. Вот еще один. 3. Там еще один. 3 штуки. Может, там с лункой еще один летит. Или старая лунка. Что-то автоматом начало у меня выключаться, блин. Не знаю почему. Короче, один тут взлетел. И 2 штуки вот здесь, наверное, прям этот в гуще. А вон один еще. Ну там 3 штуки, в общем, в этом месте. Так что рябчики сегодня уже получается 2 штуки, даже 3 в лесу видел в одном месте. Капканы проверял. И здесь 3 штуки точно есть. 6 штук уже. Считай, вот здесь старая лунка. Что-то или сам не замечаю, выключаю камеру, не слышу вот выключение. Или же автоматом он выключается. Вот следы лоща. Ну, минимум 3 штуки тут их. Прям такая колея. Я сегодня с утра эти следы видел. Через дорогу там несколько раз переходили. Значит, они отсюда идут. Не буду заморачиваться, в какую сторону там. Видно, вон туда шуруют. Короче, переход большой делают. Да, такая партия. Ну, тут 3-4 штуки. Это лосиные следы. Внутрь деревьев до хрена, блин. Когда здесь ходил, настораживал капкан. Все чисто было. А сейчас вот смотрите. Там приходилось обходить, там дюн-дюн-дюн. Ну, обратно по своей лыжне буду возвращаться. Одна радует. Легче будет идти. Один капкан проверил. Ничего там нету. Тишина. Тут совсем горячий след зайца. Прямо
оттуда идет. И здесь ходил. В общем, тропа уже получается. Сейчас подморозит погода. Они начнут бегать. Смотрите, прыжки какие. Тык-тык. Одну в другую сторону. Как я смотрю, оттуда она пришла. Потом туда сходила по делам. Обратно сюда возвращается. Или наоборот. Оттуда сперва тудым. И вроде оттуда уже вот сюда побежала. Вот. И вот, знаете, вот в этом месте, именно в этом месте надо капканы поставить. Может быть, оттуда будет еще идти. Или здесь возвращаться. Или отсюда. Вот на этом перекрестке, развилке, и надо установить капкан. А петлями сейчас шансов, конечно, меньше поймать зайцев. Вот. Петли стоят. Так, подожди, здесь 4 капкана. Здесь второй капкан проверил. Потом третий вот тут. И, 4, как бы я думал, 3. Вспомнил. Я и смотрю, блин. Иду и думаю. Точно, точно. С этими зайцами, блин. Петли. В петли хорошо заяц идет, пока трава вся видна. Трава инеем покрывается, петля тоже инеем покрывается. Он как бы не очень боится. Не такой осторожный, как сейчас. Вот. Сейчас петли поставил сверху на снегу, он инеем покрывается. Но он как-то вот видит, замечает и что-то настораживает его. Так что шансов меньше потом. Начинаю потеть. Такая колея. Такие дела, ребят. Ладно. Иду потихоньку. Все тут проверил. Ничего нету. 4 капкана и все пустые. Ну, почистил капканы, там снегом навалило. Это, конечно, не помеха. Если куница есть, он пройдет по... И все равно этот снег не мешает, попадет капкан. Вот тут старица. Ельник хороший, в принципе, вот именно для обитания таких зверьков, норки там, куница, горностай, все в таких местах живут. Именно вот возле водоемов, возле ручья стариц, они любят в ельнике жить. Но не... Сейчас обратно уже по своей лыжне буду идти. И вот так прикинул, думал, я не знаю, вот пока думаю, что заречье не стоит даже идти. Там капканы не так долго еще стоят. Они все у меня, там 3 капкана, все в домике из бересты. Не надо чистить ничего, там все нормально. И самое главное, там наледь на реке. Спускаться через это спуск до реки, это давайте сделаем так, что в январе на рыбалку приеду, именно на 1 день тоже может, или с ночевкой. Тогда уже спущусь к реке за водой и по пути уже схожу за речье, там проверю капкан. А сейчас вот уже капитально все меняется, прям жестко начало холодать. И думаю, лучше я сейчас вот пойду в избушку, соберусь, елку уже выбрал, срубил уже, все, вынес к мотособаке, загружу и она поеду. Не буду ждать темна, ничего там. Тут делать больше нечего. Ходить, во-первых, невозможно, очень тяжело. Много не пройдешь. По такому снегу, если нужда приспичит, то километров 10 пройдешь, потом ты просто, я не знаю, очень сильно устанешь. Здесь именно чагу, чтобы собирать. Чаг я здесь уже много раз прошел. Чаги тут нету. А если она есть, если собрать в такой снег, вот вы соберете там 10, 15, 20 килограмм и вынесете там 2 километра или же 3 километра, это, знаешь, не стоит этих денег. Это мучение только себя и все. Себя мучать не стоит.
Все это еще у нас впереди будет. Еще походы за чагой. Пусть это вот этот снег ветром все упадет. Потому что вот смотрите, вот где сейчас чагу ты найдешь? Вот береза. И береза в съемках, ребят, самое бесит это, когда во время съемки аккумулятор раздражается. Оно не выдерживает аккумулятор мороз. Вот. И я имею в виду, что если она и есть чага на березах, вот там уже за 15 метров уже ничего не видно за этими деревьями. А если бы этот снега не было, я бы увидел там, просвечивало все. Где-то буранно она поднимается. Сейчас движуха начнется. Сейчас новогодние каникулы большие. И сейчас мороз, не мороз, никого не остановит. Сейчас будут гонять на снегоходах. На неделю поедут в лес, там в избушке побыть, чтобы и отдыхать. Просто от кто именно работает. И вот эти выходные, конечно же, охотники, кто любит природу, они будут там в лесу побудут. Вот такие дела, ребят. Вот такая проверка капканов. Сегодня у меня была одна куница попалась, и пока больше ничего нет. Ну, я вообще даже не ожидал, что одного поймаю. Нету следов, нету куниц. Куда потом? Просто это звери куда-то вот ушли. И где-то они есть, где-то в каких-то районах, в областях, где-то должны быть. В интернете там в одном месте охотник написал, там где куниц много, говорит. Здесь вот бывает у нас много, а в других районах нету. Бывает в соседнем районе есть, здесь нету. В прошлом году один охотник в соседних, в нашем районе даже, недалеко от нашего села охотился, скажем, 100 километров южнее и 70 километров. И там куниц много было. А в этом году даже этому охотнику, наверное, за сезон 2 штуки только поймал. Вот по слухам. И все. Так что не зависит от профессионализма охотника. Если может и новичок поймать куницу 1 или 10 штук, было бы что ловить. И не зависит там, вот охотник там, как сказать, может там поймать, а ты не сможешь. Нет, это не зависит от мастерства. Тут мастерства на куницу особо не надо. Может, в других видах охотах и надо, скажем, если к лосю подойти или к медведю подойти, уже совсем другой вид охоты, и там нужно все внимательно смотреть, и там одно неловкое движение, ты потеряешь трофей. А куница, она капкан поставил, он круглые сутки ловит. Если есть, он залетит легко, попадет. Подождем, посмотрим, ребят. Все еще впереди охота. Так что сейчас пойду в избушку. Болтать тоже тут, скажу вам, не жарко. Холодно на улице, все скрипит. Но зато сухая погода хорошая. Лучше, чем пурга какая-то, снегопад. Снегопад ты потеешь. Сейчас вот, когда идешь, не потеешь, но стоять лучше не надо. Простынешь. Все, пойду по своему следу. Сейчас быстренько буду шуровать. Здесь один зайчик еще живет. Вот так. Приводу ничего не надо добавлять, все есть. Хорошо воняет. Даже в мороз. Так что пусть капкан ждет свою куницу. Хорошие вековые деревья тут, конечно. В таких местах они живут. Березы хорошие. И тут здесь под берез тут снимали уже. Даже не видно, что снимали там. Короче, деревья сама себе лечит. Самое главное, не вырубали штаб. Если вырубят, все, хана. Время 2 час. 13 часов 14 минут, если точно. Я уже вернулся. Сейчас открыл задвижку. Но не задвижку, а вытяжку. Поддувало. Открыл поддувало и
Короче, дождусь, как закипит чайник. Я еще чай попью на одну кружку. В термосе закончилась. Доем эти сосиски. Бич-пакет уже разбавлять не стану, это оставлю. Вот, и буду собираться. Короче, тут больше делать нечего. На другой берег в другой раз сходим, как и говорил. Это в следующем походе будет. Вот. А в остальном, в принципе, надо собраться и ехать. Холодно становится сейчас. Ну, хорошо, я одет, в принципе, не замерзну. Но будет прохладно. Ну все, собрался я. Развернулся. Было тяжело запустить двигатель. Стартер еле-еле ходит. Замерзло все. Думал, не смогу завести. Потом двумя руками дергал. И, в общем, справился. Запустился двигатель. Выключатель перестал работать. Вот это. Значит, смотрите, не выключается. Где-то что-то случилось. Вот, загрузился. Тут елка у меня. Не знаю. Что-то так себе. Веревки больше нет. Или какая-то веревка там еще есть. Там еще какая-то веревка. Еще отсюда как-то привязать. Будет там шатать. И возможно где-то ослабиться или еще. Лыжи там тоже закрепил. Вот. Ну, в общем, я поеду. Спасибо вам за просмотр. Это видео, конечно, уже 2026 выйдет. И еще раз с Новым годом. Всего хорошего. До новых встреч, до новых видео. А я поехал. Такой паровоз. Все, ждите новые фильмы, ребят. Пока. Ну все, погнали. Еще веревкой намотал тут. Сейчас буран проехал. Охотник спустился тут. Остановился здесь. Остановился, спрашивая, что-то случилось. Я говорю, нет, все нормально. Наматываю тут елку. Дальше погнал.